Добрый вечер. В прямом эфире сразу 3 телеканалов: НВК Саха, Якутия 24, Мамонт и на радио Тетим. Совместные агитационные мероприятия к выборам депутатов Государственного собрания Ил-Тумен Республики Саха-Якутия. Я еще раз напомню, единый день голосования намечен на 9 сентября текущего года. Меня зовут Влад Давыдов, и позвольте представить участников сегодняшней программы. От партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Аян Ильич Васильев. От Либерально-демократической партии Российской Федерации Евгений Викторович Рябченко. И от партии социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу» Александр Александрович Силин. Еще раз приветствую вас, уважаемые участники. Тема сегодняшнего эфира звучит следующим образом, это очень важно. Экономика Якутии для роста благосостояния и повышения качества жизни якутян. Итак, для начала вступительное ваше слово по тематике. Что вы думаете об экономике в республике сегодня, как ее оцениваете? По 2 минуты на ответ у вас. Аян Ильич Васильев, КПРФ, вы начинаете. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я представляю Коммунистическую партию Российской Федерации. За работу правительства по итогам 2017 года отчитывался глава республики, как известно. Через 2 недели он ушел в отставку. Только коммунисты не приняли отчет и считают, что правительство не выполнило свои обязательства перед народом. Остальные же парламентские партии, такие как «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР, хвалили правительство. Спрашивается, за что? С каким результатом мы сейчас подошли? Неужели за бедность якутян? Мы находимся, почти 25% якутян находятся за чертой бедности. За безработицу, которая составляет порядка 8–10%. В сельской местности это порядка 50%. А доля безработных молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет вообще составляет порядка 35%. За то, что в республике самый высокий показатель в Дальневосточном федеральном округе – доля ветхого и аварийного жилья. За самые высокие цены на авиабилеты по России. За то, что предприятия, которые создавались десятилетиями во время Советского Союза, которых строила вся страна, в одночасье практически перешли за бесценок в руки олигархов. Наша партия категорически с этим не согласна и идет на выборы с программой «Сильная Якутия, сильная Россия». Ну, во-первых, да, мы считаем, что необходимо национализировать минерально-сырьевой сектор и финансовые структуры. Опыт благоприятный есть у тех же западных стран. Это все было, никакой гражданской войны здесь не может быть, поэтому мы стоим на этом. Спасибо. Да, ваше время истекло. Спасибо. ЛДПР, Евгений Рябченко, пожалуйста, ваше мнение по поводу экономики Якутии. 2 минуты начинаются прямо сейчас. Добрый день, уважаемые избиратели, уважаемые зрители. Что можно сказать про экономику Якутии? В целом у нее очень шаткое сейчас состояние, так как и в любой экономике, основополагающей экономики – это деньги. Денег у республики, к сожалению, мало, либо их нет вообще. Те дотации, которые выделяются из федерального бюджета, деньги, которые поступают в качестве налоговых отчислений, их, к сожалению, не хватает. Хватает только, чтобы закрыть старые долги и на следующий год уже набирать новые. Вот. Экономику Якутии можно сравнить, такой немножко деревенский пример сделаю, с коровой. Вот. Хорошая корова дает много молока, значит, ее доят, забирают молоко, делают сыр, творог, оставляют себе. А что остается корове? Корове остается сено, живет она в хатоне, сами понимаете, из чего сделано. Вот. Все мы понимаем и знаем, что много предприятий, которые добывают золото, нефть, алмазы на территории республики, большое количество таких предприятий зарегистрированы в других городах. Соответственно, налоги и налоговые отчисления делают в те города, в которых зарегистрированы. И эти
деньги уходят мимо республики. Помимо того, что еще все сырьевые богатства, которые здесь добываются, тоже уходят. Это нужно в корне менять. Поэтому призываем всех 9 числа голосовать за ЛДПР. Мы в корне изменим всю эту обстановку. Спасибо. Далее ваша очередь. Александр Александрович Силин, партия социальных реформ. Ваши 2 минуты. Экономика Якутии сегодня. Здравствуйте. Я Александр Силин, партия социальных реформ, прибыль от природных ресурсов народу. Я белозист. Я не имею высшего образования. Я рассуждаю как простой человек, как простой работяга. Я считаю, что сравнивать экономику можно республиканскую, вообще ситуацию республиканскую страны с обыкновенной семьей. Что значит экономика в семье? Это значит те деньги, которые мы зарабатываем. Папа работает на шахте, приносит деньги, мама работает врачом, учителем, приносит деньги. Вот из этого складывается экономика. У нас в Якутии экономики как таковой нет. То есть фактически на бумаге есть даже 2 экономики. Первая – это недропользовательская, уголь, золото, алмазы, нефть. Но это не наше. Мы к этому никакого отношения не имеем. И я не понимаю, почему главы всех уровней отчитываются о количестве килограммах, тоннах золота, о тоннах угля, о кубометрах газа. Мы к этому не имеем никакого отношения. Это дяденька зарабатывает себе, а нам оставляет крохи от налогов. Поэтому для того, чтобы... Самая главная беда наша в том, что у нас нет собственного производства. То, что мы сами руками своими можем добывать для своей республики. Вот это экономика, а это у нас на нуле. И задача, я считаю, что государства, нашего правительства в том, чтобы создать условия для развития именно собственного производства. Потому что надеяться на дядю, который зарабатывает деньги, да мы же ничего не можем сделать с ним. Мы не можем ему помочь. У него свои ресурсы. Он решил добывать золото, потому что он пользуется спросом. Будет добывать. Он нас не спрашивает. Он не спрашивает ни одного главу. Поэтому нам необходимо опираться на собственную экономику. Александр Силин, партия социальных реформ, прибыль от природных ресурсов народу. Спасибо. Что ж, уважаемые господа, вы подчеркнули проблемы в отрасли, на ваш взгляд. Теперь давайте поговорим, перейдем к делу, поговорим о мерах, которые необходимо предпринимать в экономике, чтобы самое главное увеличить доходы жителей республики, улучшить качество жителей нашего региона. Пожалуйста, Аян Ильич Васильев, КПРФ, вы начинаете, 1 минута на ответ. Коммунистическая партия Российской Федерации, мы потребуем полной уплаты налогов на добычу нефти всеми недропользователями, включая Сургутнефтегаз, Газпром. Это во-первых, да? Также необходимо установить государственную монополию на производство и реализацию алкогольной продукции. Это будет достаточно серьезным источником пополнения бюджета. Есть хороший опыт Канады, такой же федеративной страны, как Российская Федерация, где федеральное правительство дает возможность регионам и муниципалитетам, дает возможность, чтобы они были учредителями крупных предприятий, крупных добывающих предприятий, чтобы они были зарегистрированы на территориях и чтобы налоги шли к ним. У нас же ситуация совершенно иначе. Все наши предприятия зарегистрированы за пределами нашей республики. Мы должны с этим бороться. Благодарю вас. Евгений Рябченко, ЛДПР. Пожалуйста, ваша минута по мерам по экономике, которые необходимо принять незамедлительно. Пожалуйста. Ну, в первую очередь нужно строить перерабатывающие заводы. Чего у нас просто какая-то аллергия или, я не знаю, отторжение республики. Но это мне кажется, основное направление, куда нужно двигаться. Мы добываем много природных ресурсов, мы добываем нефть, золото, алмазы, но как таковой продукт мы не перерабатываем. Мы продаем их в другие города, где есть перерабатывающие заводы, где это все прекрасно перерабатывают, появляются у городов у этих рабочие места, появляются отчисления от налогов. И, соответственно, переработанный уже этот ресурс, он гораздо дешевле. То есть то же топливо, тот же газ уже переработанный стоит дешевле. А у нас, к сожалению, такого нет. С этим нужно бороться и строить заводы.
Благодарю вас, Евгений Викторович. А теперь Александр Александрович, партия социальных реформ. Ваша минута по мерам в экономике Якутии. Пожалуйста. Я еще раз повторюсь и соглашусь с коллегой о том, что необходимо налаживать переработку. И я считаю, что вина в этой ситуации правительства стопроцентная. Я вспоминаю те забастовки, митинги, которые устраивали против перерабатывающего завода. Кто только придумал это сделать. Ведь перерабатывающий завод – это рабочие места и это огромный сбыт. В Башкирии построили перерабатывающий завод, теперь обеспечивают пластмассовыми изделиями всю страну. Мы выступили против собственного благополучия. Я считаю, что это вина правительства, которое выпустило это из рук, информационную поддержку вот этого проекта. Ну и еще, я считаю, одним из мер по развитию экономики – это упорядочение дотационной системы. Один улус у нас есть, Таас-Юрях, по-моему, у него бездотационный, а толку нет, потому что зарабатывают, а дотаций нет, поэтому дотации всем должны быть. Спасибо. Уважаемые господа, у нас еще остается по 1 минуте на выступление. Хотел спросить у вас по основным направлениям, но в вопросе о мерах вы и так на это ответили, поэтому давайте оставим это время для вашего обращения к жителям республики. Так будет лучше. 1 минута у вас, Аян Васильев, пожалуйста, КПРФ, ваша минута, обратитесь к якутянам. Прошу вас. Уважаемые якутяне, на предстоящих выборах призываю проголосовать за кандидатов от Коммунистической партии. Вместе мы сможем остановить антинародную пенсионную реформу, скажем нет необоснованному повышению на горюче-смазочные материалы и рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Нашей стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Ни в одной развитой стране нет такой системы налогообложения, как у нас в России. Если это будет введено, то это будет дополнительные источники в государственный бюджет. Также в нашей стране очень большое социальное неравенство. Поэтому мы выступаем за то, чтобы перераспределить национальный доход, чтобы доходы от добывающих компаний также доставались регионам и нашим гражданам. Жизнь показала правда за коммунистами. Голосуйте за КПРФ. Спасибо. Евгений Викторович Рябченко, пожалуйста, ЛДПР, 1 минута на обращение. Уважаемые избиратели, партия ЛДПР всегда поддерживала предпринимателей среднего и малого бизнеса. Мы за людей, мы против пенсионной реформы, которая, если сейчас будет принята, это будут просто катастрофические последствия для якутян конкретно, потому что у нас нет производства, мы не сможем найти новые рабочие места, которые нужны. Будет расти безработица. Соответственно, молодые специалисты, которые сейчас заканчивают вузы, они будут уезжать в другие перспективные города с более развитой экономикой, где им предложат работу. Соответственно, у нас и так мы за миллион никак не перевалим по количеству жителей в республике, а будет еще отток населения. Поэтому голосуйте 9 сентября за ЛДПР. Мы остановим этот беспредел. Спасибо, Александр Силин. Теперь ваша очередь, пожалуйста. Но я считаю, что главная проблема вообще не только республики, но и всей страны – это монополия политической власти во всех парламентах. Для того, чтобы улучшить нашу жизнь, необходимо, чтобы во всех парламентах существовала конкуренция партийная. Тогда партии вынуждены, фракции вынуждены договариваться друг с другом. А сегодня что у нас получается? Большинство, подняли руки, ура, все, мы победили. И наплевать, что происходит с народом. Вот когда будет конкуренция власти, тогда партии будут сражаться за голоса избирателей, и тогда будут принимать решения в интересах избирателей. Поэтому я призываю голосовать за любую другую партию, кроме так называемой партии власти. С вами Александр Силин, партия социальных реформ, прибыль от природных ресурсов народу. Силин от слова «сила». Спасибо всем, уважаемые представители, за участие. Ну а с телезрителями я прощаюсь на сегодня. Смотрите завтра агитационное мероприятие в 17:30 и в 18:15. До встречи.